Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как в Альметьевске 62-летний ветеран афганской войны угрожал взорвать жилой дом. Нормальный парень был, это рассудительный, это спокойный, зря он это кулаками не махал. Он стоял в подъезде с гранатой в руке и грозился выдернуть чеку. Покажем последствия страшной аварии в Мамадышском районе. Его отбросило на установленный на обочине металлический отбойник, после чего автомашина загорелась. 17-летняя пассажирка легковушки не смогла выбраться из загоревшейся после столкновения машины. А также, как мужчина заблудился в лесу, когда искал закладку с наркотиками и сдал сам себя и миллионеры на пару часов. Неизвестные проникли в ювелирный салон и, разбив стеклянные витрины, похитили ювелирные изделия на сумму около 3 миллионов рублей. Задержаны подозреваемые в краже драгоценностей из ювелирного магазина в Челнах. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвый мужчина угрожает взорвать жилой дом. Такое сообщение поступило сегодня днем в дежурную часть полиции Альметьевска. На место к одному из домов на улице Сулейманова прибыли все оперативные службы. Соседи сообщили, что мужчина стоял в подъезде на 6-м этаже. В руках была граната, чеку от которой он угрожал выдернуть. Двор тут же оцепили, внутрь никого не пускали. Жильцов дома временно отвели в ближайшую библиотеку. Вскоре мужчину задержали. Граната оказалась учебной. Задержанному 62 года ветеран афганской войны живет в этом же доме. Во дворе его знают очень хорошо, всегда сидел вместе с пенсионерами. Нормальный парень был, это рассудительный, это спокойный, зря он это кулаками не махал, не махал никогда. Потому что как человек он нормальный был, не знаю что. А что случилось-то? Я не знаю даже. Из дома выхожу, это вот такая ситуация сегодня. В этот день мужчина пришел с работы нетрезвым. Причины его нервного срыва сейчас устанавливаются. 17-летняя девушка сгорела в машине в результате аварии. Накануне в 21 час 42 минуты поступило сообщение, что в Мамадышском районе столкнулись два автомобиля ЗАЗ «Шанс» и КАМАЗ. После столкновения легковушка загорелась. В ней были два человека, оба жители Елабуги. В результате 22-летний водитель «Шанса» получил незначительные травмы и был госпитализирован в Мамадышскую ЦРБ. Его пассажирка не смогла выбраться из пылающей машины и сгорела вместе с ней. Водитель грузовика, уроженец Челябинской области, не пострадал. Обе машины, ставшие участниками ДТП, следовали в попутном направлении. По предварительной версии, легковая автомашина ЗАЗ «Сенс» вышла на обгон грузового КАМАЗа. Однако по какой-то причине водитель не справился с управлением, совершил наезд на КАМАЗ. От удара его отбросило на установленный на обочине металлический отбойник, после чего автомашина загорелась. По факту этой аварии Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана. 3 человека пострадали в аварии на трассе в Высокогорском районе. Там лоб в лоб столкнулись Део Некси и Матис. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Некси. Он не уступил дорогу Матизу, когда выезжал со второстепенной дороги. С подробностями Салават Мухаммадулин. Мы поехали, живем в Шигале. Сказали то, что ребят Шигале, вот поэтому здесь стоим. Део Некси и Матис столкнулись лоб в лоб. Владельцы расположенных рядом дач говорят, что аварии на этом месте происходят с завидной регулярностью. И большинство по одной и той же причине. Не видели они просто вот эту. Некси не увидели Матиску. Все. А Некси не увидела, она ехала прямо или оттуда выезжала? Она оттуда выезжала. Как рассказал очевидец, Матис ехал со стороны дачных сообществ в сторону Казани. На развилке перед мостом над трассой М7 легковушка продолжила путь прямо, в город. Именно в этот момент в нее въехала Некси, которая выезжала со второстепенной дороги, ведущей от трассы. По правилам, водитель Некси должен был уступить дорогу Матизу. В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир Некси. Всех троих с различными травмами медики скорой помощи увезли в больницу. Вероятнее всего, виновником аварии признают водителя Некси. Но степень вины всех участников столкновения еще предстоит установить во время детального разбора госавтоинспекции. Салават Мухаммадулин, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.
Татарстане участились случаи неповиновения водителей требованиям об остановке от сотрудников ГИБДД. Например, 28 августа в Нижнекамском районе пьяный водитель за рулем «Шкоды» проигнорировал автоинспекторов и устроил гонки с патрульными машинами. Впоследствии он был задержан. Куда дальше пошел житель Казани, который спустя несколько дней прокатил сотрудника на капоте своего автомобиля. Его также задержали. Имеются случаи, когда водители транспортных средств осознанно игнорируют законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и пытаются скрыться. В дальнейшем, грубо нарушая правила дорожного движения, создают угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Госавтоинспекция Министерства внутренних дел по Республике Татарстан напоминает, что невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не позволит избежать административной ответственности. Сегодня в стране отмечается Всероссийский день безопасности дорожного движения. В Татарстане автоинспекторы решили одним днем не ограничиваться и проводят целую неделю безопасности. Упор решили сделать на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В Казани за 8 месяцев этого года произошло 96 ДТП с детьми, из них 50 наездов на несовершеннолетних. Половина на пешеходных переходах, 11 случаев по вине самих детей во время перехода дороги в неустановленных местах. В рамках проводимой недели безопасности дорожного движения сотрудниками госавтоинспекции города Казани будет продолжена профилактическая работа с населением, в том числе в образовательных организациях. Будут продолжены выступления на родительских собраниях, совещаниях с педагогическим коллективом, лекции и мероприятия для детей. Полицейские задержали мужчину, который в поисках закладки с наркотиками заблудился в лесу. 35-летний житель Лениногорска позвонил в полицию и сообщил, что потерялся и не может найти выход из леса рядом с одним дачным поселком. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на указанное место и вскоре нашли заблудившегося мужчину. Он был очень рад видеть стражей порядка, но когда его спросили, что же он делал в лесу среди ночи, сильно разволновался. Его досмотрели и обнаружили пакетик с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила, что в свертке находилось больше грамма синтетического наркотика. Уже в отделе полиции мужчина признался, пошел в лес искать тайник с наркотиками. Препарат он приобрел через интернет-магазин для личного употребления. В обмен на деньги ему прислали координаты закладки. Сверток он нашел, но обратную дорогу не запомнил. Заблудившись, позвонил полицейским. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств». Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ювелирные изделия и драгоценности на сумму 3 миллиона рублей похитили из магазина в Набережных Челнах. В торговую точку похитители проникли рано утром, отогнув входную металлическую дверь. Добраться до желаемого им больше ничего не помешало. Украшения находились за стеклянными витринами. Айгуль Бадрудинова с подробностями. Миллионерами они были несколько часов. Удовольствие получили только моральное от осознания факта, что за спиной лежат без малого 3 миллиона рублей. Вкусить роскошной жизни не успели. Продавцы одного из челнинских ювелирных салонов пришли утром на работу и увидели: входная дверь взломана, витрины разбиты, драгоценностей нет. Зато были камеры наблюдения, записи которых внимательно изучили полицейские. Стало ясно, что в торговое помещение в 4 часа утра проникли двое мужчин. Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, определив, что злоумышленники скрылись на автомобиле белого цвета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны в Черемшанском районе республики. Ими оказались ранее неоднократно судимые двое жителей Самарской области 1991 и 1992 годов рождения. Все похищенные ювелирные изделия у подозреваемых изъяли. Стоимость украденного составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Один из задержанных, к слову, уже находился в федеральном розыске, также за совершенные кражи. Так что отвечать ему теперь предстоит сразу за несколько преступлений, если, конечно, следователи докажут его причастность к обоим. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовный кодекс за кражу группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все это время, если суд признает их виновными, деньги, тем более в таком количестве, мужчинам не понадобятся. Жить они будут на полном государственном обеспечении. Айгуль Бадрудинова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Лия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.